пару слов медленно. Вот в 2016 году Михаил Ефимович Николаев пригласил меня на ленские встречи. Вот, было в Таваге. Были представители Китая, Южной Кореи, Японии. Вот, и были ученые, футурологи из России. Да? Вот, обсуждали четвертую промышленную революцию. Как вы знаете, сейчас вот искусственный интеллект, автоматическое производство, там и так далее. Как будет дальше развиваться общество и жизнь вот в будущем. Вот Михаил Ефимович такие темы обсуждал. И от Китая был посол в ранге посла, заместитель директора крупного китайского института при ЦК КПК, личный друг Михаила Ефимовича. Да? Вот, от Южной Кореи были 2 профессора, вот, от Японии был профессор и журналист. Ну, журналисты очень тоже оба прекрасно знали русский язык и так Дипломаты. далее. Да. Вот, и там после этого я заинтересовался этой темой, до 4-й промышленной революции. Вот, и поэтому сейчас она в мире идет. Мы здесь живем далеко, да, как-то. Но вот себе, сами по себе, у нас благословенная Якутия, мы можем, вот как мы косили траву, крутили хвосты коровам, да, можем думать, что мы всю жизнь так будем. Но так мы уже долго не будем, потому что жизнь все равно придет к нам. Она все равно придет, мы не спрячемся здесь. Вот, и я как блогер, у меня есть блог nickbara.ru, да, я там иногда делаю репосты интересных статей. Недавно вот я на сайте Министерства сельского хозяйства республики нашел статью о наиболее перспективных профессиях в сельском хозяйстве. Потому что продовольственная безопасность – это сейчас вопрос номер 1 в мире. Потому что сейчас уже идет постоянное повышение цен на продукты питания. Это всемирный процесс. Просто в этом году, к счастью, да, из-за большого урожая зерновых, цены на хлеб впервые за последние 10 лет снизились в мире. А до этого они только росли. Все другие продукты растут. Вот, и вот там была интересная статья, и есть анализ профессий, которые потребуются в будущем в сельском хозяйстве. И вот самое интересное, они говорят, это там не только там новомодные там, биотехнологии и так далее. Говорят, все равно потребуются агрономы. Потому что уметь выращивать, получать стабильные урожаи, это крайне важно. Второе, хоть как бы техника не развивалась, все равно потребуются механики, чтобы ее ремонтировать. И самое интересное, в конце концов, вот я удивился, они говорят, в мире сейчас почему-то идет падеж пчел. Пчелы перестали плодиться. Ага. И вот профессия пчеловода, она входит в топ-10 наиболее востребованных сельскохозяйственных профессий в мире. И я знаю, что у нас актемцы это пионер пчеловодства в республике. То есть и здесь люди своим опытом доказали, что пчеловодство в республике возможно. Оказывается, это тоже вот самая одна из востребованных профессий. Поэтому вот я считаю, что молодежь, которая выбрала себе обучение на сельскохозяйственной специальности, вот вы будете всегда востребованы. И то, что у вас практикоориентированное обучение, оно все равно даст положительные плоды. И то, что за 24 года смогли воспитать 2 доктора наук, более 10 кандидатов наук, целого главу Ангаласского улуса, это показатель того, что и студенты филиала, да, они тоже как бы с большим потенциалом развития. Поэтому вот вы на острие технического прогресса. Вот мир смотрит на вас, особенно вот республика, по опыту Великой Отечественной войны из 400 тысяч населения, которое жило, было порядка 200 тысяч коров, 200 тысяч лошадей, все равно погибло 100 тысяч от голода. Поэтому вот сейчас население 1 000 000,
200 тысяч коров, 180 тысяч лошадей. Это, не дай бог, Михаил Ефимович этого тоже очень боялся. Поэтому вы на острие, ваша работа и ваша учеба это очень важна для будущего, для стабильности и для развития республики. Спасибо.